Российская газета «Взгляд» опубликовала недавно рейтинг недружественных к России правительств среди стран Европы. В топ-10 оказались страны исключительно Европейского Союза. Это говорит о том, что качественно изменилась даже антироссийская политика по отношению к России. Многие эксперты подчеркивают, что антироссийская политика стала общеевропейской нормой, а не инициативой отдельных политических лидеров. Это программа «По сути», где говорим о важных событиях в стране и мире. Рейтинг недружественных к России правительств – это регулярный аналитический проект издания «Взгляд», который определяет степень враждебности стран Европы по отношению к России на основе военно-политических действий, экономических санкций и риторики, которые проводят власти Евросоюза. Особенностью этого рейтинга является то, что за все время существования этого проекта в список вошли исключительно страны Европейского Союза. Это говорит о том, что качественно меняется политика антироссийской стран Евросоюза. Они меняют и военную политику по отношению к России без оглядки на США. Политика Брюсселя не дает пространства для проведения нейтральной, взвешенной политики для некоторых руководителей стран Европы, например, Болгарии и Словакии. Политики, которые стараются не вмешиваться открыто в враждебную политику против России. Например, они не принимают участие в некоторых военных проектах и не принимали участие в так называемой коалиции желающих. Но со временем круг лиц, вовлеченных в антироссийскую политику, постоянно расширяется. Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует, также не существует предела у безумия. Просто до сих пор вводимые против России так называемые санкции, хочу еще раз напомнить, мы считаем их абсолютно незаконными с точки зрения международного права. Так вот, до сих пор эти санкции, они косвенно били по Европе, по европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося, тем не менее, многомиллиардный ущерб. А сейчас в наборе остаются уже только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран, участниц Европейского Союза. Комплекс экономических, дипломатических и военных мер Евросоюза привел к тому, что некоторые страны заняли критически высокие позиции в плане недружественной политики по отношению к России. Например, в этот список вошли такие страны, как Ирландия, Мальта, Кипр. А такие страны, как Австрия, Венгрия и Португалия, в этот список опять вернулись. Лидерами среди всех недружественных по отношению к России стран продолжают оставаться Германия, Польша и Франция. А среди стран бывшего Советского Союза в этом списке лидерами являются страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония. Мы не теряли надежду на то, что Запад одумается, что все это просто временное, какие-то рецидивы, которые он должен себе подавить. Вот Прибалтика. Они сейчас главные вот эти вот боеголовки, которых натравливают на нас, зная их такой горячий характер эстонских парней. Литва с Латвией сейчас заявили, что они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Так что полагаться нужно только на себя. Несмотря на политику коллективного Запада изолировать Россию, большинство стран мира или дружественно, или нейтрально относятся к России. В этом году Национальный исследовательский институт развития коммуникаций составил свой рейтинг дружественности по отношению к России среди стран бывшего Советского Союза. В тройке лидеров оказались Южная Осетия, Республика Беларусь и Абхазия. Это была программа «По сути». Увидимся через неделю. Thank you.